5 апреля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,96 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-38 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,96-69 до 12,15 сомони, 1 российский рубль от 0,1380 до 0,1410 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются. Котировки поддерживают данные Американского института нефти о снижении запасов в США. Цена на нефть марки Brent составила $85.29 за баррель, марки ВТИ $81.01 за баррель. Золото в среду утром незначительно поднимается в цене и составляет примерно $2040 за тройскую унцию. Днем ранее цена драгоценного металла подскочила на 2% на фоне ослабления доллара. Азиатский банк развития прогнозирует, что по итогам текущего года экономический рост в Таджикистане замедлится до 5,5% с 8% годом ранее, говорится в обзоре развития Азии, подготовленного АБР. ВВП страны замедлится до 5,5% в текущем году с 8% роста в 2022 году, говорится в документе. Аналитики АБР также прогнозируют, что экономический рост восстановится до 6,5% в 2024 году в зависимости от роста в горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также облегченного налогового режима. По словам постоянного представителя АБР в Таджикистане Шени Кэмпбелл, рост ВВП страны в последние годы происходил в основном за счет расширения промышленности и строительства, в частности, горнодобывающей промышленности и государственных инвестиций. Она считает, что переход к цифровой экономике может ускорить экономический рост Таджикистана, улучшить государственные услуги, сократить экономическое и социальное неравенство и поспособствовать инновациям. Согласно отчету, недостаточная и дорогостоящая цифровая связь – это препятствие для цифрового развития в Таджикистане. Страна отстает от других стран региона по подписке на мобильный широкополосной интернет. В 2021 году только 44% домохозяйств были подписаны на него, и лишь треть населения пользуется мобильным интернетом. В документе предполагается, что целевые субсидии могут сделать подписку на интернет более доступной. Кроме того, обучающие курсы программирования и кодирования для молодых людей из отдаленных районов могут улучшить перспективы трудоустройства в стране и сократить трудовую миграцию. Правительство может рассмотреть возможность создания по всей стране центров обслуживания населения, в которых министерства и ведомства были бы объединены в единое целое для эффективного и прозрачного предоставления государственных услуг бизнесу и гражданам, также отмечается в отчете. В Казахстане в целях развития селекции сельскохозяйственных культур в рамках программно-целевого финансирования научных исследований увеличен объем выделенных средств на 2024-2026 годы в 5 раз – от 3,35 миллионов до 16,75 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Это позволит Казахстану в срок до 2027 года довести долю посевных площадей, засеянных семенами сортов сельскохозяйственных культур национальной селекции с 51% до 77,3%. В Таджикистане также существует собственная программа развития семеноводческой отрасли, которая рассчитана на 2021-2025 годы. На ее выполнение выделено более 20 миллионов сомони. Это примерно 1,8 миллиона долларов на 5 лет. По данным Минсельхоза Таджикистана, в рамках выполнения предыдущей программы были созданы государственные семенные фонды, закуплено новое оборудование для лаборатории анализа качества семян. В
В Таджикистане в настоящее время функционирует более 90 специализированных семеноводческих хозяйств, но они не в состоянии обеспечить аграриев необходимым объемом семенного материала. Большая часть хозяйств использует условные семена, что приводит к низкой урожайности сельскохозяйственных культур в республике. В настоящее время большинство семян, поступающих на рынок Таджикистана, не соответствует государственному стандарту, что свидетельствует о слабом контроле. Поэтому в последние годы на рынке семян увеличились семена, не отвечающие требованиям стандарта, не прошедшие государственный контроль сортов, ввозимые без маркировки и сомнительные партии семян. В Таджикистан в основном импортируются гибридные семена овощей, кукурузы, бахчевых и декоративных культур. Импорт семян ежегодно превышает $10 миллионов. После выборов в Казахстане растут цены на топливо. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, разъясняя ситуацию с предстоящим повышением цен на топливо, заявил, что это непростое решение, но вынужденное. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива, подчеркнул он по итогам заседания правительства 4 апреля, передает радио Азатык. Премьер-министр доложил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения – 370 литров в год. Также он сказал, что решение повысить цены на бензин и дизельное топливо связано с ростом объемов их вывоза в соседние страны транзитным транспортом и в виде серого экспорта. При этом, что реальное потребление в основных отраслях экономики республики практически не изменилось, сказал премьер-министр. Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей, однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ. Основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане. Вместе с тем он пообещал, что для сельхозтоваропроизводителей цена не изменится. На этой неделе второй день подряд представители правительства выступают за повышение цен по определенным видам услуг и в сфере энергетики.